Государство очень активно борется с алкоголем. Я могу сказать, что господин Титов, знаете, да, господин Титов? Я его тоже хорошо знаю, омбудсмен наш. Он владелец Абрау-Дюрсо. Это виноводочные заводы. Чуяр Игорь, да, я его тоже хорошо знаю, он владелец Роспиртпрома. Это два основных, один основной вообще производитель алкоголя. Ну и там пошли уже остальные члены правительства, которые владеют меньшими производствами. Как наше государство борется с алкоголизацией и производством алкоголя? Давайте на всей территории закроем продажу алкоголя. Вот это будет четко вообще. И это, кстати, по отношению к предпринимателям будет более справедливая вещь, нежели чем мы сейчас убили этого предпринимателя, да, он мертвый ходит уже, мертворожденное дитя, да, вот на сегодняшний день по республике, да, грубо говоря, и вообще по всей России. Убили этого предпринимателя, отрезали ему ноги, но он еще ходит, там теплится. Так не надо поэтапно издеваться над людьми. Давайте закроем вообще вот это все. И скажем там, 18-й год, трезвость. И тогда предприниматели, как вы правильно говорите, бросят свои деньги на шляпы, на шубы, на цветочки и там еще прочую белиберду. Я Лидия Афанасьевна Белых, врач-невропатолог, и я представляю вот как раз те самые общественные организации. Я самоответственница и пропагандирую трезвость, да? И вот сегодня я присутствую на этом отчете, посмотрела на предпринимателей совсем другими глазами. И я вот даже хочу в защиту предпринимателей сейчас сказать. И я увидела, что это люди действительно очень грамотные, они свое дело делают хорошо, и мое выступление очень краткое, что надо сотрудничать с такими вот людьми, которые уже свое дело знают хорошо. И мне кажется, тогда вот новому управлению легче будет работать, потому что из двух зон нужно выбирать меньшее. Сейчас есть спрос. Люди ходят в рестораны, люди ходят в магазины. И поэтому лучше поддерживать предпринимателей, которые работают честно, грамотно, чем вот будут действительно из-под полы где-то все равно будут. Закон позволяет продавать пока алкоголь, и закон не запрещает. И поэтому, мне кажется, с этими людьми нужно сотрудничать. Я вот услышала, что люди ходили на рейды. И я услышала, что там 80 точек, да, и вот я предлагаю вот этих вот предпринимателей, которые сегодня выступали, прямо вот этот координационный совет включить и прямо советоваться и вместе вот действительно сотрудничать. У меня вот такое предложение. Потому что то, что как пропагандировать, мы вот врачи ходим, мы вот это знаем, а действительно вот как торговать, как запрещать, это вот, мне кажется, этот опыт очень сильно может пригодиться новому управлению. И мне кажется, здесь никто никому не противопоставит, действительно ради народа. Нам нужно объединяться, консолидироваться и вот слушать мнение этих людей тоже. И вот тех предпринимателей, которых мы приглашали, которые сказали не и убежали, лучше их надо взять, которые хотят работать. У меня вот такое предложение. И включить совет.